Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне. С вами Игорь Тихоненко. И сегодня в программе. Беженцы в Европе штурмуют поезда. Рекордное число мигрантов ищет кров и еду. Что ожидать от российского месяца в ООН? Москва начала председательствовать в Совете Безопасности. И Вова Путин. На челябинской грядке созрел новый сорт томатов. Но начинаем мы, как обычно, с новостей из Праги. Сергей, пожалуйста. Спасибо, Игорь. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Катастрофа с мигрантами разрастается. Европейцы продолжают испытывать свое терпение толерантностью, а бегущие от войны бедности мигранты искать кров и еду. После двухдневного оцепления власти Венгрии открывают для беженцев железнодорожный вокзал Будапешта. Однако прямые поезда в Германию и другие европейские страны по-прежнему отменены. До этого мир облетели кадры стычек с полицией. Беженцы протестовали против решения Будапешта запретить им посадку в поезда. Свои действия власти Венгрии объясняли стремлением выполнять обязательства по охране своих границ. Отмечу, со времен Второй мировой в мире еще никогда не было столько беженцев. С января по август в страны Евросоюза уже въехали 340 тысяч мигрантов. Это больше, чем за весь прошлый год. Еврокомиссия насчитала на планете 60 миллионов перемещенных лиц. Что делать дальше? Ясного представления у глав ЕС пока нет. Возможно, 14 сентября его найдут министры внутренних дел Евросоюза. Они специально будут собираться на встречу. В отличие от Венгрии, в Австрии мигрантов встречают несколько иначе. Вена для многих беженцев – перевалочный пункт. Переселенцы держат путь в Германию. На Венский вокзал к прибытию поезда волонтеры приносят воду и еду. Поезд с мигрантами прибывает на вокзал в Вене. На платформе их уже ждут волонтеры с водой, свежими фруктами и даже игрушками для детей. Собравшиеся здесь австрийцы действительно рады помочь мигрантам восстановить силы после долгого и опасного путешествия через Балканы. Среди волонтеров 74-летний австрийский пенсионер Янис. Он угощает голодных беженцев лапшой. Это была бы катастрофа, если бы не мы. На самом деле это уже катастрофа. Мы должны были что-то сделать. Наша страна должна помогать мигрантам. А страна – это мы. После организованного волонтерами обеда мигранты погружаются в размышления о том, что же ждет их дальше. Здесь много полиции, они не пускают людей из Сирии. Говорят, нельзя садиться в поезд без документов, паспорта и визы. 30 минут спустя беженцам все-таки разрешают сесть в поезд. Бесан и ее семья испытывают облегчение. Дети снова улыбаются. Вместе с ними едут 4 мужчины из Пакистана. Поезд заезжает в туннель, и они рассказывают о своей жизни на родине. Так много проблем. Терроризм, взрывы, убийства. В Германии вам будет лучше? Да, Германия – это лучшая страна на свете. На следующей станции австрийские волонтеры также предлагают беженцам воду и еду. Поезд движется дальше, но самое страшное, что мигранты сами не знают, что ждет их в самом конце пути. Дарья Кудрявцева, Рэй Ферлонг. Настоящее время. 71 человек в кузове небольшого грузовика. Дабы привлечь внимание к проблеме беженцев, немецкий театр, а в Германию, кстати, стремится большинство мигрантов, вы это только что видели, представил необычный спектакль. Его идеи появились после того, как на трассе в Австрии обнаружили брошенный грузовик. В его кузове оказались тела 70 задохнувшихся беженцев. Таким образом, театр решил показать, в каких невыносимых условиях оказываются люди на пути к новой жизни. Режиссер попросил зрителей забраться в кузов, а это буквально несколько квадратных метров, и провести там непродолжительное время. Справиться с заданием оказалось практически невозможно. Свои судьбы беженцы часто вынуждены доверять посредникам, люди для которых просто живой товар. Это «Настоящее время» и другие темы. Через несколько минут смотрите в нашем эфире материал из России. Там на грядках успешно краснеет Владимир Путин. Это новый сорт томатов. О политике в селекционном деле скоро, а прямо сейчас слово коллегам. Постпред России в ООН Виталий Чуркин получает больше полномочий. Игорь, ждем от вас подробностей. Спасибо, Сергей. В Организации Объединенных Наций наступивший сентябрь будет насыщенным. В первую очередь, потому что состоится Генеральная Ассамблея ООН, и для участия в ней приедут многие главы государств, в том числе и президент России Владимир Путин.
Кроме того, Россия в этом месяце председательствует в Совете Безопасности ООН. И с нами на связи из студии в ООН наш нью-йоркский корреспондент Виктория Купчинецкая. Вика, здравствуй. Скажи, пожалуйста, чего ожидать от такого российского месяца в ООН? Игорь, ну действительно, этот российский месяц председательства России в Совете Безопасности, совпадает с 70-й сессией Генеральной Ассамблеи, и это юбилейная сессия, на которую съедутся многие важные представители государств со всего мира. По традиции, страна, которая председательствует в Совете Безопасности, в начале месяца проводит пресс-конференцию. Такую пресс-конференцию провел постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин и рассказал о том, чем будет заниматься Совет Безопасности в сентябре, в частности, проблемами Ближнего Востока, Северной Африки, проблемами борьбы с терроризмом. А вот вопросами Украины, по его словам, Совет Безопасности заниматься не будет. Эти вопросы пока не стоят на повестке дня его работы. Один из журналистов во время этой пресс-конференции спросил Чуркина, не должен ли Совет Безопасности как-то своими действиями способствовать продвижению, выполнению минских договоренностей. И вот что Чуркин ему ответил. Я считаю, что контактная группа в Минске ведет очень важную и сложную работу. Работа ведется нормандской четверкой. Работают контакты между нами и Соединенными Штатами. Наблюдается постепенный прогресс. Так что лично я не считаю, что мы должны сейчас специально собирать заседание Совета Безопасности и принимать резолюции по Украине. Ну и что касается борьбы с терроризмом, Чуркин заметил, он напомнил международному сообществу, что президент Путин выдвинул такую инициативу о создании единого фронта по борьбе с группировкой «Исламское государство». Так вот, я во время пресс-конференции спросила у господина Чуркина, не думает ли он, что сейчас вот западное сообщество, международное сообщество, в частности Соединенные Штаты, не готовы вступать в какие бы то ни было коалиции, создавать такие единые фронты, вступать в какие-то соглашения с Российской Федерацией, учитывая, что отношения далеко не теплые, учитывая то, что никакого доверия, в частности, между Россией и Соединенными Штатами нет. И вот что российский представитель мне ответил. Конечно, если мы присоединимся к этой коалиции на их условиях, они будут это приветствовать. Но мы не собираемся присоединяться к коалиции, которая не пользуется поддержкой Совета Безопасности. США бомбили сирийскую территорию без поддержки правительства или Совбеза. США не могут определиться со своими приоритетами, а мы считаем однозначно, что приоритетом сейчас должна быть борьба с ИГИЛ. Вика, скажи, пожалуйста, а что вообще говорят о приезде президента Путина на Генеральную Ассамблею в ООН? Этот вопрос как-то обсуждался на пресс-конференции? Ну, вообще, конечно, многие считают, что это будет одна из главных интриг вот этого заседания Генеральной Ассамблеи. Президент Путин не был в Нью-Йорке 10 лет. Он раньше 3 раза выступал на сессии Генеральной Ассамблеи в 2000, в 2003 и 2005 годах. Но с учетом того, что вот отношения сейчас между Россией и Западом очень сложные, Россия подвергается критике в Совете Безопасности. Все хотят знать, почему именно сейчас президент решил приехать в Нью-Йорк на эту сессию. Чуркин на эти вопросы журналистов на этой пресс-конференции конкретно не дал ответов. Он сказал, что план визита президента России разрабатывается, но эксперты считают, что вот президент России собирается использовать вот эту международную платформу, международную трибуну для того, чтобы еще раз подчеркнуть, объяснить позицию России. И, конечно, будет также интересно наблюдать за тем, какие встречи и с кем у Путина, у президента Путина будут происходить на полях основной сессии Генеральной Ассамблеи. И мы, конечно, за этим будем внимательно следить. Игорь. Спасибо. Это была наш корреспондент Виктория Купчинецкая из студии в ООН. Мне лишь остается добавить, что Россия затягивает принятие резолюции Совета Безопасности ООН о создании нового международного органа, которому предлагается поручить установление виновных в химических атаках в сирийском конфликте. Виталий Чуркин заявил в среду, что у России есть вопросы к предложению по этому поводу, с которыми выступил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
И командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Джеймс Фогуа, комментируя проведение совместных с Украиной военно-морских учений «Морской бриз-2015», заявил, что США стремятся сохранить свое присутствие в Черном море, поскольку оно относится к международным водам. Поэтому американский флот лишь, цитата, «использует свое право на свободное морское судоходство». Конец цитаты. Напомним, учения продлятся до 12 сентября. В них принимают участие около 1300 военнослужащих стран НАТО, Украины, Молдовы и Швеции. Между тем, президент Украины Петр Порошенко встретился с сенатором Джеком Ридом, старшим демократом в Комитете по вооруженным делам Конгресса США. Цитата: «Мы не просто защищаем суверенитет, территориальную целостность и независимость. Это война за свободу, демократию и достоинство во имя глобальной безопасности». Так прокомментировал Порошенко важность помощи США по обучению украинских военных. И длительное лоббирование Конгресса дало результаты. Администрации Обамы наконец удалось заручиться поддержкой 34 сенаторов для утверждения ядерной сделки с Ираном. Барбара Микульский, сенатор-демократ из Мэриленда, заявила в среду, что она проголосует в Конгрессе за утверждение ядерного соглашения с Ираном. Таким образом, Белый дом уже получил поддержку 34 сенаторов. Это означает, что республиканским оппонентам Барака Обамы в Конгрессе, скорее всего, уже не удастся провести в Сенате резолюцию, блокирующую сделку. Напомним, Конгресс получил 60 дней на рассмотрение подписанного в июле соглашения с Ираном. Однако многие американские законодатели продолжают считать его неудовлетворительным, а некоторые даже называют катастрофическим. На следующей неделе конгрессмены вернутся с летних каникул, и до 17 сентября должно состояться голосование по иранскому ядерному соглашению. Впрочем, госсекретарь Джон Керри не собирается расслабляться и продолжает отстаивать преимущества соглашения. Друзья мои, нет никакого смысла голосовать сейчас против соглашения, исходя из того, что может произойти через 15 лет. В этом случае мы гарантируем, что то, что могло произойти через 15 лет, произойдет сейчас. С любым потенциальным поводом для беспокойства в будущем нам придется разбираться сейчас, незамедлительно, в ближайшие месяцы. Президент Обама заверит короля Саудовской Аравии Салмана в том, что США твердо намерены противодействовать любым иранским угрозам в сфере безопасности, сообщают в Белом доме. Обама примет саудовского монарха в пятницу в ходе его первого визита в США после восхождения на престол в январе этого года. Переговоры между президентом Обамой и королем Саудовской Аравии Салманом пройдут в крайне неспокойное время для Ближнего Востока. В Ираке и Сирии коалиция во главе с США борется с исламским государством, а в Йемене коалиция во главе с Саудовской Аравией борется с повстанцами Хути, пользующимися поддержкой Ирана. Многие жители Персидского залива, да фактически весь арабский мир, обеспокоены позицией США в заливе, соглашением по ядерной программе Ирана, расширением иранского влияния в Ливанте, Ираке и Йемене. Аналитик Центра стратегических и международных исследований Энтони Кортсман сомневается, что встреча Обамы и короля Салмана в Белом доме приведет к серьезным изменениям в политике, но считает, что диалог будет иметь важное значение для укрепления доверия Эр-Рияда, особенно к недавно заключенному соглашению по ядерной программе Ирана. Должна быть твердая уверенность, что США будут следить за соблюдением соглашений, не упуская никаких нарушений, что у них будет твердая позиция по соглашению. Кроме соглашения по ядерной программе, поведение Ирана в регионе, вероятно, также повлияет на переговоры двух лидеров о ситуации в Ираке. Бывший посол США Фрэнсис Рикардоне, который сейчас работает в Атлантическом совете, утверждает, что Саудовская Аравия заинтересована в стабилизации обстановки в соседнем Ираке. Думаю, дискуссия президента Обамы и короля Салмана об Ираке будет очень интересной в том, что касается помощи каждой из сторон премьер-министру Абади в его условиях по консолидации страны. Прекращение боевых действий, усилия по политическому примирению и разрешение гуманитарного кризиса – вот те цели, которых, вероятно, будут добиваться два лидера. Причем не только в Ираке и Сирии, но и в Йемене, где Саудовская Аравия продолжает наносить регулярные удары по позициям Хути. Власти США начали расследование возможных махинаций на валютном рынке, в которых подозреваются несколько ведущих банков мира. В первую очередь речь идет о договорных сделках с российским рублем и бразильским реалом. Как установило Министерство юстиции США, биржевые трейдеры в разных странах манипулировали с валютными ставками, зарабатывая деньги в ущерб рядовым клиентам. Подробности в материале Вадима Оленичева.
В мае нынешнего года Минюст США достиг договоренности о сотрудничестве с некоторыми крупными банками Северной Америки и Европы. В рамках соглашения прокуратуре разрешено собирать закрытую служебную информацию и брать свидетельские показания у сотрудников указанных банков. Среди них американские Citigroup и JP Morgan Chase, британские Barclays и Royal Bank of Scotland, а также германский Deutsche Bank и швейцарский UBS. Все они в мае получили иммунитет от дальнейшего уголовного преследования в обмен на сотрудничество со следствием. Расследование распространилось и на деятельность финансовых организаций в России. Как указывается в документах расследования, только в течение 2010 года трейдеры обсуждали искусственное изменение курса российского рубля не менее 7 раз. Курс рубля на бирже в США вычисляется на основе данных как минимум 15 крупных фирм, представленных на российском валютном рынке. У банков России запрашиваются курсы с расчетом на завтра. Из них в произвольном порядке отбирается 10 вариантов, а из их среднего значения выводится ставка на указанный день. Вот этот индикативный характер ставок в США и делает возможными злоупотребления. Американские медиакомпании левого толка выразили возмущение тем фактом, что банкам, замешанным в деле, предоставлен иммунитет, в то время как их рядовые работники, включая бывших, в результате расследования могут оказаться за решеткой. Исключение составляет UBS. Этот крупнейший швейцарский банк добился через суд предоставления иммунитета для всех его нынешних сотрудников. Все эти махинации с банковскими ставками, с отмыванием денег и все прочие скандалы не прекратятся, пока кто-нибудь из финансовых шишек не сядет в тюрьму. Только тогда они перестанут этим заниматься. Как сообщает финансовое новостное агентство Bloomberg, используя чаты в интернете, трейдеры, располагающие внутренней информацией, договаривались об искусственном понижении или повышении курса валют. Манипуляции ставками в разных странах позволяли им зарабатывать крупные суммы денег. Все это вновь выставило Уолл-стрит в неприглядном свете, что может привести к существенным переменам в системе валютных торгов. Поскольку операции проводились одновременно и за очень короткий срок, отследить эти сдвиги в компьютерных системах было практически невозможно. Пострадавшими в этой ситуации опять оказались тысячи рядовых инвесторов, которые в очередной раз лишились возможности проводить сделки по выгодному курсу. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время, Вашингтон. На грядках в одном из коллективных садов Челябинской области растет Вова Путин. Так называется новый сорт помидоров. Подробности у наших пражских коллег. Сергей? Да, Игорь, именно Вова, а не Владимир. Урожай Путин дает несколько раз в год, устойчив к заморозкам, вывел новый сорт томатов селекционер-любитель. Впрочем, уверяет, вовсе не в честь российского президента, это просто, мол, совпадение. На вкус Путина челябинского происхождения попробовала моя коллега Екатерина Пономарева. Русский богатырь, флоридель. Вот. Попробуйте флоридель. Где-то между русским богатырем и кардиналом на 6 уральских сотках растет Вова Путин. Краснеет несколько раз за лето. Куст низкорослый, неприметный, растет запутанно. Плоды особо крупные. Селекционер Николай Андреевич признается и не ожидал, что сорт Путин будет настолько устойчив и плодовит. Вова Путин скороспелый сорт, ранний. Он плодоносить начинает уже в конце июня. Вову Путина в помидоры вывел бывший политработник, сотрудник силовых структур в строгости и лишениях. Так что его Путин невероятно устойчив к внешним воздействиям среды. Засуха, заморозки, все нипочем. У меня все сорта неприхотливые. Причем они растут в экстремальных условиях. В экстремальных условиях это как? Это значит, вот что у них есть, значит, это самото они и получают. Отдушиной после работы в МВД для Николая Андреевича всегда были его грядки. Он с товарищами по коллективному саду вместе вывел не один десяток сортов. Плоды любимого дела называл именами любимых. Здесь есть Алиска-красавица, Валентина и Наташка. Но вот Вову Путина, признается автор сорта, он назвал совсем не по любви и не в честь президента. Когда-то в деревне был Вовка Путин, путал все. Вот ему и дали такое название, что вот он путает все. Вот. Путанный куст? Да. Впрочем, скорее всего, бывший политработник лукавит. Свои семена он продает, а когда в коллекции появился сорт с громким президентским именем, дела пошли в гору. Сейчас его Вова Путин растет по всему миру. Сколько вы можете пакетиков с Вовой Путиным в год продать? До 1000. В разные уголки именно мира. Почему? Потому что Вова Путин в Испании есть, Вова Путин в Болгарии есть, Вова Путин есть в Башкирии, есть в Казахстане, есть в Узбекистане, в Таджикистане. На Украине есть? На Украине.
Полно. Я столько посылок отправил с Вовой Путиным на Украину, что и народ там выращивает и довольны. Он там растет прекрасно. Впрочем, через границу Вову Путина пенсионер переправляет незаконно. Посылать почтой семена по закону нельзя без специальных справок. Так что пакетики с Путиным разлетаются по миру незаметно в ручной кладе или личных вещах. Не растет Вова Путин пока только в США. Но это, уверяет автор сорта, дело времени. У меня сейчас есть уникальная возможность Путина раскусить и проверить, каков он на вкус. Говорят, должен быть сладким, очень рассыпчатым. Это правда. Такой сахарный помидор, очень сладкий. На вопрос, не хочет ли он добавить в свою коллекцию еще сортов с политическими именами ради пиара, Николай Андреевич отвечает уверенным отказом. Екатерина Пономарева для «Настоящего времени». И теперь в Калининградскую область. Там социальные магазины, как их называют для бабушек, становятся магазинами и для молодежи, и для взрослых трудоспособного возраста. Люди, считая буквально каждую копейку, экономят на продуктах питания. И вот, оказывается, такие востребованные предприятия торговли с низкими ценами властям невыгодны. Калининградский мэр публично называет их бутафорией, заявляя, в городе нет помещений, тогда как губернатор области отмечает, социальные магазины открывались и открываться будут. Юлия Парамонова. Рис по 42 рубля, чай по 23. Гречка, выращенная фермером Юрием Лужковым, по 39 рублей за упаковку. Социальный магазин в Гвардейске делает ставку на количество. Той же гречки за месяц продали тонну. У нас низкие цены, но за счет большого количества магазин практически может работать без большой прибыли, но рентабельно он может работать. И определенные месяца у нас это получается. Этот магазин работает 4 года. Раньше только для пенсионеров и инвалидов по удостоверениям. Но сейчас отовариться здесь может каждый. Ежедневно в социальный магазин приходят до 250 покупателей. Особенно поток возрастает в дни выплаты пенсий. Наценка на молоко и хлеб здесь 5%. На мясо, крупы и яйца не более 10%, тогда как в торговых сетях доходит до 40%. Впервые об открытии социальных магазинов в регионе заговорил глава Николай Цуканов за полгода до губернаторских выборов. Идея выглядит так. Владельцы торговой точки освобождаются от арендной платы. И за это делают минимальную наценку на товары. В районах банально нет нормальных помещений. Да и найти торговцев, которые будут работать на грани рентабельности, тоже непросто. В Гвардейске удалось сохранить сеть муниципальных магазинов. И за счет их успешной работы открыть еще один, социальный. Здесь собственником выступает муниципалитет, который берет на себя все затраты. А вот в целом по региону вместо 22 торговых точек для бабушек открылись лишь 4. И Калининграду, кажется, появление такого магазина тоже не грозит. Социальный магазин – это вещь бутафорская, за счет чего там должно быть ниже цена, объясните мне. Никто мне на это ответить не может. Но мы уберем арендную плату. На основании чего – непонятно. По словам пенсионеров, от социальной торговой точки они бы не отказались. Мини-рынки, как альтернативу, предложенную мэром, они отвергают. При средней пенсии в 15 тысяч рублей социальные цены все же предпочтительнее. Юлия Парамонова, «Настоящее время», Калининград. Лайки и комменты. Еще вчера эти слова для них были неологизмами. Сегодня они способ противостоять радикальным исламистам. В Кыргызстане имамов приобщают к современным информационным технологиям, знакомят с социальными сетями. Она насыту лугатуль арабия. Я забыл в арабском. О возможностях интернета все когда-либо слышали, но никогда не представляли, каким сложным окажется этот путь к просвещению. Ой, мы многого, оказывается, не знали. Честно говоря, тяжело запоминать некоторые функции в телефоне. А еще непонятные термины и слова-неологизмы. Это социальная акция, организованная властями дать возможность имамам, главам муфтият приобщиться к современным информационным технологиям. Постарались им объяснить только те программы, которые могут быть напрямую им полезны. И эти же программы тоже постарались объяснить самым простым языком. С первым кликом Абиддин Маджитов штурмует просторы всемирной паутины. Для начала зарегистрирует электронную почту, затем откроет страницу в социальных сетях. Я могу написать статьи, допустим, хадисы, что в шариате, в исламе такого нету. То есть ислам никогда не приказывает убивать, либо же таким образом, да. Я его напишу, поставлю на свой сайт, Facebook, да.
Образовательная кампания в первую очередь посвящена борьбе с религиозным экстремизмом. Имамы учатся тому, как уберечь молодежь от ложных идей радикалов, которые успешно вербуют людей через социальные сети. Сегодня на сайтах Одноклассники, Facebook, ВКонтакте зарегистрированы тысячи пользователей, активно призывающие молодежь к джихаду в Сирии и Ираке. Дело имамата – это очень важный, как бы сказал, роль имеет, потому что распространение информации, чтобы мы не поддались вербовке. На двухнедельных семинарах есть дисциплины по риторике. Имамов обучают вести доверительную беседу с молодежью о религии. Есть курсы и по тайм-менеджменту, где священнослужителей учат организовывать время молитвы таким образом, чтобы она не мешала работе. Имам, он может успевать делать всего хорошего, если он умеет рационально использовать свое время. На курсах сегодня порядка 150 духовных деятелей Бишкека и его окрестностей. Имамы увлечены гаджетами, социальными сетями и, кажется, готовы ответить на любые вызовы современности. Организаторы, в свою очередь, обещают провести подобные семинары во всех областях республики. Адилет Бектурсунов, Азат Нтымаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Если бы я горел желанием примкнуть к каким-нибудь силам, то примкнул бы. Просто я не люблю стаи. Стаи – это не свобода, а я все-таки за личную свободу. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров дает эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Музыкант говорит об отечественной музыке, усталости от политики и о том, что в России за 10 лет меняется все, а за 200 – ничего. Фрагмент интервью. Ну, мы как были воинствующими невеждами, да, так и остались. Мы любую другую точку зрения, отличную от себя, мы воспринимаем как выпад, как враждебное настроение. И если ты видишь человека, который не разделяет твои убеждения, он для тебя не может быть хорошим. Полную версию интервью смотрите на сайте программы currenttime.tv. Время передавать слово в Вашингтон. Задержание преступников, стрельба и погони на автомобилях – это и женское дело. Уверены в США, где открылась первая школа женщин-рейнджеров. Игорь Фирваш. Спасибо, Сергей. Военное командование США решило открыть на постоянной основе двери легендарной школы рейнджеров, спецназовцев армии США, для женщин. Это решение было принято после того, как в августе две женщины-солдата впервые в истории успешно прошли курс одной из самых сложных военных школ мира. Однако эта новость не удивила сотрудников полиции округа Фэрфакс, Вирджинии. Они готовы пополнить свои ряды женщинами в форме. Полицейский Джессика Кейн рассказывает школьницам о своей работе, показывает, как регулирует движение на дороге. Все это часть программы, направленной на привлечение женщин в правоохранительные органы. Я хочу, чтобы они в полной мере понимали, что значит быть полицейским. В программе принимают участие больше 30 человек. Заместитель начальника полиции говорит, что в его районе из 1300 сотрудников женщины составляют всего 13%. Нам много еще предстоит сделать. Мы хотим, чтобы учащиеся старших классов рассматривали возможность начать карьеру в правоохранительных органах. Девушки лично участвуют в повседневной работе полицейских. Они патрулируют улицы, изучают приемы самообороны, занимаются физической подготовкой, проходят правила безопасного обращения с огнестрельным оружием и работают на месте преступления. Один из самых важных аспектов программы – развитие лидерских качеств. Мы хотим доказать, что в правоохранительных органах нет пределов возможностям. Очень важно показать этим молодым девушкам, что они способны выполнять задания наравне с мужчинами. Участницы эксперимента признали, что в ходе занятий их отношение к сотрудникам полиции кардинально изменилось. Сначала я не знала, что и думать, но когда я увидела, как они работают, я стала больше ценить то, что они делают. Они рискуют жизнью каждый день. Я узнала много нового о себе и своих возможностях. Я поняла, что на многое способна. Я сильная. Я также поняла, для того, чтобы чего-то добиться, нужно работать. Мне кажется, я смогла бы быть полицейским. По словам участниц программы, многие из них всерьез задумались о том, чтобы посвятить свою жизнь работе в полиции. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра.
Мы же благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго, до свидания.